fadlan sabskraib saaro kanaalka Xamaar Official oo la soco xili walba waxyaalaha kooxdaada ka cusub mahadsanid. اغلى جول لسه بتكلم عن بونو. Для Вильяреала все три Еврокубковых турнира в 2021. Кто станет чемпионом Испании по футболу? Его увидеть в этом сигнале от Хосе Мануэля Монтеро. Да, конечно, сказал Хосе Мануэль Монтеро и стартовал таким образом не просто с месте, где традиционно после больших побед ронял кубок Зинедина Зидана во главе мадридского Реала. Унай Эмери очень непростой. С Манчестер Юнайтед здесь было в центральной зоне. Атаку давайте досмотрим со стороны мадридского Реала. И Винисиус Жуниор. Главный тренер команды Зинедин Зидан. Саму Чукуэзе. Упино номер 30. Еще одна атака под номером 7. Унай Эмери, я уже его от чемпионата Испании против Лигу чемпионов давно разыгран. Драматически, как Севилья. Атака Вильяреала. Позже об этом поговорим. Здесь, возможно, был офсайд, но атака продолжается. И как же легко опытнейшего соперника мяч отобрал. Не было. Может быть, Милитао сам и застрял. Но Вильяреал под не слишком активным. И народ из Алжира, но после него вызвал в сборную Франции. Это тоже отдельная тема. Ну и вот сейчас подкат очень неосторожный, как сначала показался. Очень интересный. И как раз пас от Триггерса туда идет. Ну вот Хосе Мануэль Монтеро решил пообщаться с тем, куда отправится Зидан и кто будет с новым главным тренером. И вот эта атака продолжается. Еще раз. Лихой вираж болельческих объединений. Мадрид идет в атаку. Заманди к тренировкам, к работе на квалификационных турнирах еще в 2019 году. Очень высоко. Ну, вероятно, Рамос запрыгнул бы. И не удается продраться. Но вот только в этом году дебютировал за... Подача. Лид забил. Что Вильяреал? А что Вильяреал? Сыграла невнимательно. Которая сыграла... Нки. Блестящие действия Ереми Пино. Ну, было касание руки Тибо Куртуа, да? Было. Года рождения Ереми Пино. И позволило сопернику в Мадриде открыть счет. В первом веке. Опять же, это эпоха Симеоне. Но сейчас очень близок еще один. Продолжил. Завалил коллегу юниора. 15 в конце года исполнится. Момент. Все. Подача. И подбор за Бензима. Вот еще разок. Да. Не коснулся руки, да. Коснулся руки, да, не пора. Ну, вот этот эпизод. Нет. Тут мы в центре также разглядели это касание. Но просто, опять же, вопрос трактовки. Капу. Ничего. Казимиро в прогулочном темпе возвращает. Как раз и получается. Ой, 1-0. Не в пользу претендента на титул. Момент. Подача. Это могло быть очень... Это он не только отдает, но и забивает. И снова Бензима. Удар Модрич. Очень тонко. И мяч по-прежнему у него... Ну, сколько? 1,5 метра до штанги было, да? Было. Попытка обыгрыша, мяч свалился с ноги у Луки. А мы тем временем смотрим еще один заход на цель со стороны Асенсио. Ибака. Бензима. Еще разок. Попытка сыграть в стенку. Мигель. Эдер. Обыгрались. Против него. Педраса. Какой пас выдал на Баку. Хочется спросить, надо становиться чемпионом. Соперника Феде Вальверде. Неудачная передача на ногах. Вот эти, мне кажется, минуты полностью, да? Кресло ни Рамос, ни... Подача от Винисиуса. И Казимиро бил практически без сопротивления. Соперник наносить удар, по сути, уже не мешал. Потому 0-1.
По-прежнему Вильярреал ведет и мадридского Реала. Ну а в начале второго тайма выдает великолепную передачу, как выясняется, на Асенсио. 15-й Феде Вальверде, 11-й Марко Асенсио. Далее оборона Рауль Альбиоль, 3-й, 4-й Пау Торрес. Второй. Английские гранды проявляют интерес. Значительную часть времени Вильярреал вел в счете. Мигель, подача в штраф соперника, не смог перекинуть ближнего, но дальше подбор. Винисиус входит в штраф. Повтор прохода Винисиуса. Асенсио, подача. Ну а здесь, казалось бы, есть возможность переломить. Ой, подача в штрафную, еще одна и наброс. А как вам такое? Поле. И он этим, конечно, недоволен. Так, Вильярреал идет вперед. Родриго и Иско. А Реал... Заброс Бензима! Ох, колено Бензима опасно, да, выглядит. Галиадора сборной Франции. Подачу Казимиро и великолепная. Но здесь непонятно, кто был ближе. Реал по-прежнему проигрывает. Заброс внешней стороной стопы. Вот так же внешний он... E какой заброс от Казимиро. Perdeu a titularidade há muito depois de um princípio de época com algum... Mantém a sua estratégia, acredita... A equipa do Real Madrid, o mais destacável é a ausência de Toni Kroos. Que não... Real Madrid-Vila Real? É o 11 que dá mais garantia do seu treinador e quando assim é, fica mais fácil depois... Ia colocar outra equipa nesta luta pelo título, mas a verdade é que o Valladolid Atlético de Madrid e também no Real Madrid-Vila Real... Depois também na Liga dos Campeões atrapalhou, na minha opinião. E ainda assim agarrar-se com unhas e dentes ao primeiro lugar tem bastante mérito. Isso... Atlético de Madrid, o Atlético depende de si próprio para ser campeão. Sabe que se não quiser pensar no Real Madrid tem de vencer. Frente ao Villarreal tem 81, portanto... Campeão espanhol. Um Valladolid que joga também pela vida. A esperança... No meio campo, Plano, Roque Mesa, San Emeterio e também Toni Villa. O homem da faixa esquerda. No meio campo, Llorente, Coque e Saúl. Valladolid, atenção a Soares, o passe é muito bom de Correa. O Atlético pode ser feliz, o pontapé e o corte da parte de Elias. A equipa do Valladolid sabe que tem obrigatoriamente de ganhar logo à partida. Tarefa com a camisola do Atlético a colocar a bola na grande área e leva-se Jiménez, bola desviada por Eliamic, já efetuado para o Laza. Está a bola a sobrar para o jogador da equipa do Valladolid. Mas falta assim. Se a equipa do Atlético tiver uma autêntica hecatombe defensiva, atenção ao pontapé. Peça que, quer defensiva, quer ofensivamente, acaba por ser a equipa do Atlético e que demonstra que para Diego Simeone... Dando o derivar no flanco, o Llorente vai na raça com Lucas Olaza, o duelo com o uruguaio. A fazer falta Marcos Llorente. O corte, ainda mexe no segundo posto, Soares no pontapé. A bola não vai na direção da baliza e é o que vale para Jordi Mazzi. Casa, ainda Toni Villa, enquadra-se para remate, já tirou o 2 do caminho, o pontapé, defendeu o Black. Atenção a Carrasco. Receber da Sarianco, avança Carrasco num duelo em qual leva a melhor. Para o Trippier, linha de fundo, cabeceamento de Níguez e o corte. A equipa do Atlético vinha preparada para isto, vinha preparada para ter bola. Ainda o belga, já colocou Llorente, rodopiou. A bola não vai chegar a Correa porque aparece em apoio defensivo Toni Villa e de forma lesionado, de forma forçada, digamos assim. Está para levantar Roque Mesa. Bola na área, o cabeceamento, a devolução é de Felipe. E a realidade é que, e se fora de jogo, a bola para o jogador do Valladolid, Oscar Plano, tirou, bola para dentro! Marca o Valladolid, soam os alarmes para já no Nuevo José Zorrilla. A equipa Pucela está a dar troco ao líder do campeonato. Simeone diz que não, diz que há fora de jogo. Vai haver vídeo árbitro nesta saída. Transmissão, espectador da Eleven, estamos apenas com 20 minutos. Isto agora é inesperada. Atenção ao Níguez, Jordi Mazzi fica a meio do caminho. Poderia perder. O Atlético ainda virtual campeão. Levanta Carrasco, corta o primeiro posto. No início, que era o mínimo exigível para ser campeão, para já. Com esse golo de Oscar do campeonato, atenção à velocidade de Sarianco, dá um chocolate em Hermoso. Ainda Ianco no cruzamento e o corte providencial de Felipe. Poderíamos não ter grande sucesso neste cruzamento, mas a equipa do Atlético de Madrid. Trippier agora. Cruzamento, corte de Eliamic, a bola não entra! 50 mil euros a cada jogador em caso de permanência.
Notícia que não... Vamos ao canto para Lucas Alaz, agora é o Uruguai esticando a bola em demasia. A mostrar aqui uma face de maior organização. Este resultado é que não interessa à equipa do Valladolid. O Elche é a ganhar ao Bilbao. Esta a equipa do Valladolid ainda consegue passar Roque Mesa, pela vantagem o árbitro Suárez. A simulação do Suárez atirou para fora! Que ocasião soberana para o Valladolid na defesa das bolas paradas. Enquanto isso o Celta marca frente. O Atlético está a perder, o Real Madrid também. Ainda se mantém essa vantagem. Estica já para Trippier. Desmarcação é boa. Correa acompanha o Lazo. O cruzamento. Depois do gol sofrido, perdeu a calma. O Sean Weissman no cabeceamento. A bola sai à figura de Jan Oblak. Atenção. Consegue aguentar Marcos André. Inteligente Marcos André. Não só livre. Tenta variar o flanco, mas intercepta bem. Carrasco em apoio defensivo. Suárez. Ainda Suárez. Uruguai vai tentar descobrir a desmarcação. Equilibrado. E o Valladolid a criar muitos problemas. Hermoso para efetuar o remesso. Estamos a precipitar-nos. É fácil ultrapassá-lo, mas depois, como tem muita velocidade e também um grande impacto Valladolid nesta tentativa de ter bola e, sobretudo, criar perigo nos momentos de transição. Agora o retardador. Equipa do Sérgio González. Sai de Anco. Entregando para Feder. A guardar a ação do belga. Ainda Carrasco. Bola atrasada para Kiko Olivas. Tira justamente o Uruguai do caminho. E pelos resultados atuais, parece mesmo que isto vai ser de mais. Podemos considerar uma ação menos conseguida. O famoso borra claramente a pintura. Apita o árbitro. Já passou. Llorente desequilibrou. Cruzamento atrasado. Cabeceamento e o corte da parte da Saidianco. Não consegue levar a melhor sobre San Emeterio. Vai ficar inclusivamente com o israelita. Triangulando com o Oscar Plana. Variação do flanco com muita força. Cruzamento é bom para a grande área. Llorente matou a bola no peito. O pontapé. Crack. Correa. Por falar em craque, Correa vai embora. Segunda vaga do ataque. Cruzamento é bom. Segundo posto, cabeceamento por cima. Apareceu o Jiménez vindo de trás. É nesta La Liga, é tudo hoje. Levanta Carrasco, bola na área, o cabeceamento, mais um por cima da baliza de Jordi Massip. E pareceu-me ter sido El Yamik. Central marroquino, 11 assistências na La Liga, 12 golos. Passou Correa, mas El Yamik numa exibição. Sacasse do cartão amarelo. Está a bola para Coque. Diário corta. Correa. Espaço para o remate. Correa tirou o cruzamento. Do Valladolid. Portanto, primeira correção está feita. Falta Correa. Já passou Correa por 1, por 2. O pontapé para dentro. É um golo do outro mundo que pode valer o título à equipa do Atlético. Correa com um passe de tango a fazer o empate ao minuto 57. Apareceu o menino querido do treinador. Ángel Correa faz o empate para os colchoneros. É fantástico, Ángel Correa. Correa. Já passou Correa por 1, por 2. O pontapé para dentro. É um golo do outro mundo que pode valer o título à equipa do Atlético. Correa com um passe de tango a fazer o empate ao minuto 57. Apareceu 9-й Серхий Эдрич и 17-й капитан команды Кикига. Без Лео Месси. Сегодня играет Барселона, он здоров, с ним номер в воротах у гостей. В обороне 24-й Хуниор Фирпо слева и отборочный матч чемпионата мира в составе сборной Аргентины. Ну и Копа тот и другой сегодня свои последние матчи проводят у руля. В этой форме играла. Ну а Эйбор сегодня в домашнем. Эйбор на 20 этого мало. Не вылезет, но в случае победы эта команда сегодня может повлиять на перспективу. Поехали! Прозвучал свисток, и Де Йонг, и Барса сразу в атаку бросается, пас налево. Мает с команды задачу сыграть сегодня хорошо. Подает налево, вот как раз Такаси Инуи, он с правой ноги подает. В частности, Жерар Пике. Ему, в отличие от Месси, решили не дать. Арбилья на Инуи. Серия рикошетов. Эту команду можем не узнать. Вот как раз перечислены все пеньи, я не увидел задержку небольшую. Давайте так с вами договоримся. Я не буду, матчи проходят, в частности, играют Атлетико Мадрид и Реал. Отдых получил. Человек 52 матча сыграл. Становится тем Де Йонгом, которого и планировал увидеть в своем составе Барса. Пас перехватил. В сторону штрафной, под правую пробрасывает мяч. На поле смотреть особенно не на что, кроме яркой формы Барсы. Вот момент! И такой долгий с оттяжечкой замах. Но Менгеса не дробит. И ошибается Фрэнки Де Йонг. Хиль очень быстро переадресовал.
Стал дергаться и удар взял на себя. Подача Бриана Хиля. Хороший навес. Араухо. Из подбора удар. Может быть, так будет и сегодня. И тогда, для того, чтобы распределить их по местам, смотрят Станислава Ми. И пас на Гризмана. Удар, похоже, поворотом. Это циферку 1 нарисовать в графе удары, которая претендует на чемпионство. Это просто непозволительно. С Хилем они сошлись. Уй, да, очень неприятно. Пауза. Хаймалатра помечает. Подача на Оливейру. Диоп. Позиция. Так, Менгеса. Менгеса что творит? А Менгес ведь посмотри. Хиль. Ой, как здорово. И напротив. Говорят о том, что Фирпу можно из поля выгнать. Подача. Оливейра. Пробил поворотом. Трудно было подать. Такой вот розыгрыш работает у Эйбора. Подача. Араухо. В гостях против Ювентуса. Ну и в Кубке 2 игры тоже. Сейчас, возможно, ему придется вступать в игру. Кике. Вот и нет. Очень легко обыграл Де Йонга. И опять Бриан. Классный пас. Гризман у ворот. Дальше. Тринка. Самуэль Юмтити. И здесь же Мартин Брейхиль. Корре у мяча. В этот раз не на Оливии. Ой, какой классный пас. Фирпо в штрафной. На величину коленной чашечки. Пас Гризман один перед воротами. Антуан Черпачев. Я уже даже не знаю, какая по счету за карьеру. Блестящая передача Путник. Положено на стандарт ходить. Неуверенно играть из этих домов на фоне. Я не представляю. Одна из претензий руководства Куману в том, что трусливо играет. Какой бы он ни был, он форвард. И вот форвард. Да, и вот еще один плюс Бриана Хиля. Двуногость. Тут, конечно, совершенно необъяснимо. Гризман. Высокий навес. Мартин Брейтвейт выходит вместо Франсишку Тринкао, вместо нового полузащитнику здоровья, вместо него под 25-м. Но в целом это такой классический матч команд, которым уже ничего. Все готово к началу второй половины этой игры. Я надо посмотреть. Но здесь как-то пока совсем грустно. Который может на Евро отправиться, если будет готов для Севильи. Заброс на Марибо. Хороший. Де Йонг. И вот, кстати, на этом Брейтвейт и Юмтити. Короче, нет этому списку. Он из Леона уходит. Подача Дембеле. Все проконтролирует. На правый фланг. Педро Леон. Мягкий навес. Удачно приземлился. Мариба. Беле. Мариба бежит. Ой, поехала нога. Рики Пуч. Думаю, что, конечно, есть у него амбиции играть позже. Возможно ли это Барселона? Но нет, это цвета Эйбора. Подача. Держал его аккуратно. Атьенца остался на ногах. Здесь Корреа. Ну что... Одна из причин, а может быть и главная, пришел Дембеле. Готовит удар. Динами, но хотелось бы это видеть чаще. 6-й номер готовится выходить. В створ ворот подача. Кикен. Очень ставит. Опыта побольше, он тоже еще достаточно молод. Итак, Леон Киллер. Подача.
передача Дембеле. Раховки пролетел мимо мяча. Момент опасный. Гризман бьет. Ладно, не успел его накрыть Алехандро Посу и ножницами. Да. Хорошо. Далее два соперника мимо мяча пролетают. Рикошет. Опа! Да, и только что она...